Память о трагической истории Ингушетии увековечена здесь, на мемориале памяти и славы. Музей под открытым небом посвящен массовой депортации ингушей в 1944 году. Многочисленные экспонаты, высеченные на плитах имена достойно прошедших удары судьбы. Все это стало ярким свидетельством непоколебимого духа ингушского народа. Комплекс является не только отражением важнейших памятных дат и событий, но и одной из главных достопримечательностей региона. Мемориал был открыт в честь 20-летия республики. Правда, его самое главное сооружение, которое привлекает внимание посетителей, построено в 1997 году. Монумент из 9 башен, опутанных колючей проволокой каменных родовых башен, посвящен жертвам репрессий и массовой депортации кавказских народов. Автор архитектурного проекта Мурат Полонкоев за эту работу получил награду Российской академии художеств. Более подробно с трагическими страницами истории 20 века знакомит музей, который расположен в самой башне. Здесь собраны уникальные артефакты, ценные материалы о годах депортации, предметы быта, которые удалось сохранить с тех времен, размещены в 4 залах: жертвам репрессий, депортации, конфликту осени 92-го и ингушским защитникам. Также здесь представлена фотовыставка Дмитрия Белякова. Она посвящена 70-летию годовщине депортации. 44 работы, каждая из которых отображает дедушку, бабушку, прошедшие через депортацию спустя столько времени. То есть они прожили свою жизнь, воспитали детей, внуков. Их сегодняшнюю жизнь в этих работах отобразил. Он не то чтобы приехал, сразу увидел, сфотографировал, нет. Он задолго до этого приезжал, смотрел, общался, не раз бывал в семье у этих стариков, общался с ними, записывал историю их жизни. В зале постоянной выставки представлены копии документов, фото из личных архивов спецпереселенцев, а картины стали иллюстрациями к рассказам очевидцев. Также здесь представлены немые свидетели холодного февраля, переданные в дар музею артефакты, в числе которых малые и большие кувшины для воды, чугунный утюг, деревянные чаши. Это и самовар, и швейная машина, и гармонь. И самый старый предмет нашего музея – это войлочный ковер ручной работы 19 века. Вот, тоже переживший депортацию и, что удивительно, хорошо сохранившийся и дошедший до наших дней. Вот, швейная машина – неотъемлемый атрибут наших женщин того времени. В память о массовом усилении народа на территории комплекса установлен локомотив и вагон-теплушка. Экспозиция – точная копия поездов, на которых были депортированы ингуши. А по бокам 2 монумента, символизирующие даты высылки и возвращения на родину. Внутри воспроизведен интерьер с вещами и обстановкой того времени. А в память об ингушах, которые на своих машинах перевозили земляков из Казахстана, установлен автомобиль ГАЗ-20М «Победа». Символично она движется от камня 1944 года к 1957 году, что означает те 13 лет, которые ингуши, да и не только ингуши, все те народы, которые подверглись депортации в советские годы, провели в изгнании. На мемориале собрана не только трагическая история ингушского народа, но и героическая. Здесь живет память о храбрых защитниках, которые не пожалели своей жизни на полях сражений. Так, эта композиция посвящена защитникам Брестской крепости. На фоне руинов стен изображена фигура ингушского воина, последнего защитника крепости, лейтенанта Уматгирея Артагановича Барханоева. Сведения о нем стали известны, конечно же, сравнительно недавно, и они дошли до нас от непосредственного участника тех событий того времени далекого, которые происходили в годы войны. По словам одного из эсэсовских солдат Станкуса Антанаса, из подземных казематов после взятия Брестской крепости вышел мужчина, высокий, подтянутый, в форме солдата Красной Армии. Было, говорит, видно, что он получил серьезное ранение, потому что он шел с вытянутой рукой вдоль стены, как бы нащупывая себе дорогу, а вторая его рука, говорит, лежала на кобуре с оружием. И, пройдя несколько шагов, услышав немецкую речь, он, говорит, достал свое оружие и застрелился. Монумент также посвящен и другим защитникам Брестской крепости, а, как известно, в их числе было несколько десятков уроженцев Ингушетии. На мемориальных досках перечислены все 90 имен ингушских защитников крепости-героя. При входе в комплекс посетителей встречает барельеф вхождения Ингушетии в состав России. Под ним закреплена мемориальная доска «Клятвенное обещание» со словами принесенной присяги на верность.
На мемориале расположен и памятник ингушскому конному полку дикой дивизии. Он представляет собой композицию из 3 всадников. Во главе атакующей конной группы изображен командир дивизии великий князь Михаил Александрович. Следом за ним командир ингушского конного полка Георгий Мерчелен. 3-й всадник – кавалер золотого оружия за храбрость, полковник Асламбек Катиев. Это первый установленный Россией памятник, посвященный дикой дивизии. Слово «мемориал» вобрал в себя наиболее значимые исторические эпизоды ингушской истории, начиная от единения с Россией по нынешнее время. Даты этих событий и героические имена ингушей выбиты на монументальных плитах комплекса. С левой стороны на этих плитах у нас выбиты фамилии тех людей, которые заслужили столь высокие награды в рядах Российской императорской армии, как полные георгиевские кавалеры, кавалеры золотого георгиевского оружия и кавалеры ордена Святого Георгия 4 степени. В основном это все участники внешних войн. Ну а с правой стороны здесь у нас на этих аркадах выбиты фамилии общественных деятелей, ученых, писателей, поэтов, видных кавказоведов, которые занимались и изучали историю не только Кавказа, но и Ингушетии. Ежегодно мемориал памяти и славы посещает до 20 тысяч человек, в том числе и туристы. Так, за последний год проведено более 500 экскурсий и 25 мероприятий. Историко-архитектурный объект буквально завлекает посетителей своим величием. Он расположен в южной части Назрани у федеральной трассы Кавказ. И редко кто проезжает, не познакомившись с памятниками, свидетельствующих о мужестве ингушского народа. Правда, сейчас здесь тихо и безмолвно. Вот уже 2 месяца мемориал не встречает своих посетителей. Руководство музея уверенно заявляет, как только снимут ограничительные меры, они вновь возобновят экскурсии на территории объекта, запустят фонтаны, а вместе с ними откроются и двери комплекса для туристов, желающих познакомиться с памятными сооружениями. А жители республики смогут вновь отдать дань уважения своим храбрым предкам. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.